Добрый день! Добро пожаловать на канал культурного центра Жохордо имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Салтанат, я гид 2016 года. И сегодня в рубрике «Полезно, интересно и коротко» я расскажу вам о памятниках нашей столицы города Бишкек. О чем здесь рассказывать? В принципе, их не так много, но мы тоже так думали, пока не решили изучить данный вопрос для вас. Готовы? В Бишкеке насчитывается около 200 памятников и скульптур. Удивлены? Тогда начнем. Самый большой музей скульптур под открытым небом находится в центральной части нашей столицы, где был разбит в 1980 году красивый дубовый парк, в центре которого установили фонтан под названием Моникитаж. Музей был создан в 1984 году в честь 60-летия основания Кыргызской ССР. Все скульпторы были подарены городу кыргызскими скульпторами, участниками международного симпозиума скульпторов Киргизии. В дубовом парке прямо под открытым небом были установлены не только одиночные, но и групповые скульптуры. Всего их 93. Кстати, 10 декабря 2008 года дубовый парк переименован в парк имени Чингиза Айтматова, а за свою историю территориально уменьшился почти 2 раза. Также в Бишкеке есть не только отдельные монументы, а целые тематические аллеи. Например, аллея Героев Второй мировой войны на бульваре Молодой гвардии установлена в 1975 году в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. На аллее стоят бюсты в бронзе героев Советского Союза Шопокова, Тюлебердиева, Конкина, Петренко, Москаленко, Ананьева. Заканчивается аллея гранитной стелой, на которой выбиты имена героев-кыргызстанцев, получивших высокое звание Героя года Великой Отечественной войны. В 1996 году создана аллея государственных деятелей Кыргызстана XX века с бюстами Султану Ибраимову, Тубебаю Кулатову, Болоту Мамбетову, Жусупу Абдрахманову и другим. Аллея Акынов в сквере имени Тоғлоқа Молдо включает десяток скульптур. Аллея Спасателей в парке Победы, аллея Монащи расположилась перед зданием Национальной филармонии. Говоря о тематических монументах, конечно, стоит начать с памятника Победы на одноименной площади, который является мемориал архитектурно-скульптурной композиции, был закончен в 1985 году к 40-й годовщине Победы во Второй мировой войне. 3 изогнутых дуги представляют юрту со скульптурой женщины-матери с чашей в руках, стоящей под тундуком у вечного огня и ожидающей возвращения своих мужей и сыновей с войны. 2 другие композиции – это скульптурный образ 2 бойцов, несущих разобранный пулемет, и группа бойцов с детьми, торжественно возвращающихся с войны. По краям лестницы, ведущей в арки, установлены 6 мраморных плит. На них краткие надписи об историческом значении победы советского народа в Великой Отечественной войне, список героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы 3 степеней. Здесь же рядом в парке Победы установлен монумент блокадникам Ленинграда. На памятнике изображена фигура женщины из белого мрамора, которая держит на руках ребенка из блокадного Ленинграда. Примечательно, что под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники ленинградцы. Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявших своих семей детей ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. Тогда в Кыргызстан было эвакуировано более 16 тысяч ленинградцев. В столице также есть памятники воинам-афганцам, героям-комсомольцам, монумент в память погибшим во время Оксайских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года, чернобыльцам, монумент «Дружба народов» в виде мозаичного панно
воинам-баткенцам. Монумент «Дружба народа» высотой 28 метров, который представляет собой два крылевидных пилона из бетона, облицованных белым мрамором. Пилоны опоясаны горельефом, выполненным из меди методом выкладки-чеканки. Основание монумента из серого мрамора. Композиция горельефа включает 13 фигур, символизирующих нерушимую дружбу кыргызского и русского народов. Мемориал красногвардейцам в Дубовом парке является братской могилой. Одним из самых известных в республике является памятник герою национального эпоса «Манас», который был установлен на Центральной площади 31 августа 2011 года. Приурочен к 20-летию независимости Кыргызстана. Памятник заменил статую Эркиндек. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составляет 17 метров 55 сантиметров. По первоначальному эскизу в правой руке Манаса должен был быть обнаженный меч, однако после обсуждения было решено, что меч должен быть в ножнах, а правая рука поднята для приветствия. Счет скульптур, посвященных известным личностям, идет на десятки. Ходжомкулу, Курманжандатке, Жусупу Баласагыну, Жомарту Бакамбаеву, Калгакиеву, Чухонову Алиханову, Чолпонбеку Базарбаеву, Мухтару Ауэзову, Александру Пушкину, Ататюрку, Алуку Осмонову и другим. Вам кажется, что список сильно длинный, а мы радуемся, что нам есть в честь кого открывать монументы. Эти личности, если не изменили ход истории, то, безусловно, оставили свой яркий след, о котором потомкам, а порой и человечеству необходимо знать. Кстати, это могли быть не только люди, например, перед штабом Национальной гвардии установлен самолет МиГ-21. Дорогие гости, надеемся, вы узнали много нового и пойдете изучать монументы при первой же возможности. Давайте открывать историю под новым углом вместе. До новых встреч!